Хайрлы ақшамлар сізіле Айшы Шулакова. Сонуна келеятхан автанын насыл адисе вақалары қатырамызда қалажақ. Шымды білерміз. Репатриантлар үшін мескен құрылывына 2 миллиардтан зияде рубле. Это стандартная двухкомнатная квартира общей площади около 50 квадратных метров. Қырымда 19 чоққатлы эв құрыла. Топлу яшаған районларының абаданлаштырылуы Верусия президентінің эмірі амелге кечірілуі. Самый главный вопрос – это строительство жилья. Сегодня в стадии строительства 19 жилых домов, высотных. Крым Девлет Шурасының рейс муавины Эдип Гафаров или эксклюзив интервью. Крымда бірінші оларақ. Здесь есть кнопка «Стоп». Если что-то подозрительное, мы можем остановить конвейер. Ахмеджетнің четінде чөплік сәлянылуы ве қайта ішленілуі бойынша завод чалышы башлады. Не пара, не де араба. Яланчыларының айын ойынларына оғыраған Крым сакинлерінің сайысы арта. Слушай, говорит, я против тебя ничего не имею, но ты мне верни автомобиль. А я спрашиваю, а деньги как? А деньги у моего друга сам заберешь. Аферистлер оларға ишанғанларының насыл етіп алдаталар. Крым Григорий Иофейле ведалашты. Жұмхурет Жемат палатасының рейсі. Крым барының ғайви Ильхам бережісі ноябрінің 17-сінің геже малінде вефат етті. О 68 яшында еді. Бұл адам Жұмхуретіміз ве оның сәкінлері үшін не япқаны ақта нөфбеті келевхамызны серетіңіз. Янақ көзяшлары ветек sıcak hatırlavlar. Крым Григорий Иофенен ведалашты. Крым Жемат палатасының бірінші рейсі ағыр ве девамлы хасталық нәтижесінде фани дүнияны терк етті. О бүтін өміріні Жемат ішіне бағышланды. Жа, ребер ве икметлі елбашчы. Григорий Иофе ақында Крым Жұмхуреті Жемат палатасының азасы Инна Шишова көзяшларыны сақлап оламай бөледей. Он с таким отцовским трепетом относился к членам общественной палаты, я не побоюсь этого слова, к нашей команде. Говорит, ребята, мы должны работать на результат. Нам не надо просто собраться, не надо пообсуждать. Нам нужен конечный положительный результат для крымчан. Григорий Иофе 1953 сене doğdu. O jurnalist, televizyon alıp barıcı olarak çalıştı. Kırım parlamentinin mebusıydı. Şu cümleden birinci vitse-spiker vazifesini eda etti. 2014 senesi Kırım Cumhuriyeti Cemaat Palatasının reisi olarak saylandı. Iofe olmagan olsa, belki Kırım bari de olmaz edi. Eğer Kırım bari olmasaydı, biz tanıgan Iofe olmaz edi. Bu insan aqtayında dersliklerde yazarlar. Человека теряем, начинаем осознавать, то есть какая-то потеря, и понимать, какая его роль была в общем непосредственно вот в тех событиях, в тех процессах, которые происходили в республике. Могу сказать, что Григорий Адольфович был настоящим крымчанином, таким твердым характером, уверенный в своей правоте, знающий, как правильно доказать свою точку зрения. Он один из титанов, которые на своих плечах вынесли эту крымскую весну. Это раз. И российский Крым, и будущее Крыма, и сегодня развивающийся Крым, это тоже к нему. Он честный и мудрый человек. Мне очень сложно говорить о том, что он был таким человеком. Он, наверное, в памяти многих всегда останется живым. Kızıl keten üstünde Grigorий Iofe'nin mükafatları olar çok. Yanılardan borç ögünde sadıklıq, dostluk ordeni Kırım'da nam kazanған jurnalist unğanı. Ama takdir bilgileyici tenişmelerinin temelcesine orden takmağa gerek degiledi. Mükafatlar yerine onun şahsiyetinin büyüklüğü malumat taşıydı. Он был другом нашей семьи, другом моего брата. Это были молодые журналисты, потрясающая команда, очень интересная для того времени. То время, когда уже дух перемен витал в воздухе, именно они были носителями этих перемен. Bugünü kederlengenler arasında bir Kırım'ın tanınған şahslar. Cemaat Palatasında Iofe'nin emirlerini becergen Boris Levin, en tanılған jurnalistlerinden biridir. Olar mekteptenden başlayıp yaşayış dersini beraber öğrendiler. Йофик, как мы его называли, Гриша, Гриня и я оказались в одном классе, только сданной в эксплуатацию 40-й школы. И так уж случилось, что мы с ним были заводилами общественно-политической жизни класса и школы. И именно тогда уже можно было представить, в какого политика Гриша превратится.
есімде Лариса Апанасюк, Григорий Иоффеле бераберлікте. Оның архивінде бөле ресімлер чоқ хатырлавлары да айны. Оларда Иоффеде икметлі саясетчі, де азыр жевап тенгітчі. Я помню очень хорошо его статьи еще в «Крымском комсомольце», когда он писал, правда, под псевдонимом, но все равно это были очень острые статьи на злобу дня, и которые помогали всем сориентироваться в этой жизни, куда идти, как действовать. Женезеде адам ақта тек яқшы сөзлер айталар. Серек вақыт бойлы сөзлер таби көріне. Григорий Иоффе өзі бойлы лаф етейді. Бүгін оның ақта зенадашлары, тәлебелері ве достлары бойлы сесленелер. Он не просто друг, он как брат. У нас почти 30-летняя с ним дружба на всех этапах. И я могу только сказать, я потерял брата. Вот, наверное, вот это мое сегодняшнее состояние, ощущение. И мы с ним очень часто полемизировали. Мы спорили с ним, и это был тот человек, который, несмотря на то, что он был моим руководителем по общественной палате, он был открыт и доступен к несогласию со своим мнением, к спору, к полемике. Он вел ее одновременно и зажигательно, и культурно, и вот это отличало его. Григорий Иоффе фани дүнияны 67 yaşında terk etti. O yanın Kırım'da 6 yıl yaşadı. Babası Adolf Ioffi'den 5 yıl ziyade. Baba bütün Sovet Birliği'ne belli energetik edi. Meşhur Baba Bala Ahmetcan'ın Abdal mezarlığında yan-yanaşa көмілді. Кырымда репатриантлар үчүн мескен невбетинде 6,5 bin коранта тура. Адамлар квартираларынын анахтарларыны йыллар жепеклейлер. Президентіміздің эмірі тарихи адалетні қайтарды ве шахси мескен ақта арзуны якынлаштырды. Федераль мақсадлы программа бойынша олар үшін 19 квартиралы эв құрылы башлады. Ләкин құручылықның сүрәті әалінің ихтияжларындан артта қала. Біз невбетте тұрғанлар өз квартираларына не вақыт көчежеклеріні сұраштырдық. Парлак, Земаневи, Монолит яны биналар. Олар Сарабус қасабасында привокзальный массивінде ерлешкен шахси евлерден айырылып туралар. Бұл Ахметжит районында федераль мақсадлы программа бойынша ен буюк объект сайла. Репатриантлар үшін 2-5 қатлы эв. Эр бірінде 160 квартира, кыры яша. Ләкин квартираларының анахтарларыны адамларға да якын вақытта бермеслер. Құручылық тоқтатылды, тыш қызметчіге қаршы жинайы иш açılды. Сарабуздаки объекттен фарклы оларақ. Бұл құручылықның мейданында иш тоқтамай. 160 квартиралық эв тікленілі. Құручылар әнді 9-й қатны қатанқан плиталарға кечелер. Монолит ішлерінің екінлейчі басамағы. Sonra жамлар ерлештірліво вет тышқы ішлер. Наш объект представляет собой 3 секции по 54 квартиры. На данный момент ведутся работы по монолиту, также прокладка электросетей и воздуховодов. Также ведем работы по кладке перегородок и наружных стен. Бұл мескен комплекс олачақ. Мында эм бала мейданчығы, эмде парковка, вегешіл зона яратылачақ. Кележек сене күзде адамлар бұттунлей азыр мескенге көчежеклер. Текіз елдан зияды Апсеметовлар айлесі ят адамларының evінде яшамаға мечбур. Өз евлері yok. Оларны ерлер жемінің имамы evіне қойды. Қадын пенсионер өмір арқадашы ile 14 яшлы торыныны тәрбиелейлер. Анам бізге алып қойған еді ев, Раздольный райондан, Березовка мне. Но біз келгенше оны разобрали дегендейін. Чоқ қиынықлардан сон Замира ханым не есе квартира алмақ невбетіне тұрып олды. Оның айлесіні Сақ районының Қамышлы көйінді құрылайатқан евге көчірежеклер. Аллаға шүкір, енді биыл документлерім өтті. Все это енді бекілмес. Қачан ев болыр. Үч ай евелісі 72 квартиралық евні құрып башладылар. Енді бірінші қат тікленілді. На сегодняшний момент мы готовимся к заливке перекрытия. Принимаю армирование, которое выполняют рабочие. На завтра планируем заливку бетона. Работа выполняется на сегодняшний день в срок, отставания от графика нет. Құручылықта Земаневи технологиялар қоланыла. Здание у нас полностью монолитное, монолитные стены, монолитные перекрытия, а заполнение стен
Предусмотрено керамзитоблоки толщиной 200 мм, поэтому и теплоизоляционные свойства этого здания, и звукоизоляционные свойства этого здания обеспечены будут довольно-таки в хорошем качестве. Umumen kvartira almaq nevbetinde 6,5 bin repatriantlar qurantası turmaqda. Yarıdan ziyadesi Ahmedjit'te. Şunun için kurulayatkan evlerinin ekseri kısmı paytaxtımızda yerleşe. Misal olarak mına bu Novo-Nikolayevski mikrorayonundaki çok kvartiralı ev. Mında umumen 36 kvartira olacak. İşçiler endi 9 katını koterdiler. İçki işlerge geçtiler. Hepsi kvartiralar bütünlüy hazır şekilde verilecek. Kurucılıqны gelecek sene yekilnemege planlaştıralar. Также у нас ведутся ограждающие и внутриперегородочные кладка стен из газобетона. Параллельно ведутся работы по наружным инженерным сетям и плюс и внутренние, соответственно. Kırım'da umumen alğanda repatriantlar için federal maqsadlı proqramma boyunca 19 çox kvartiralı ev kurula. Bu maqsadlarga 2 milyarddan ziyade rubli ayrıldı. 7 в стадии строительства по графику, 5 в стадии проектирования по графику, 6, к сожалению, проблемных объектов на сегодня заморожены, и там расторгнуты контракты с подрядчиками, возбуждены уголовные дела по возврату авансов, и в настоящее время мы завершаем корректировку либо проектной, либо сметной документации по этим объектам. В следующем году продолжим их строить. Ну и один объект введем в эксплуатацию. Kırım repatriantlarının abadanlaştırılığı birinci nevbette turgan ve Kırım reberleri tarafından ayrıca nezaret etilgen vazifelerden biridir. Реабилитирленген гражданларға ярдым ve оларның ақ құқықлары ақында біз Кырым Cumhuriyeti Devlet Şurasının reis muavini Edip Gafarov ile sübetleştik. Tamam, şimdi eksklюзив интервью, yani Millet telekanalına berilgen cevaplarını ser etiniz. Эдип Саидович, селям алейкум. Какие сегодня главные проблемы в местах компактного проживания крымских татар? Мест компактного проживания крымских татар 284. 30 лет назад мы начали обустройство. Сегодня обеспеченность жильем в местах компактного проживания – это не обеспеченность 6,5 тысяч семей из числа крымских татар. Не обеспеченность водой 30%, не обеспеченность электроснабжением 10%. Дорог с твердым покрытием вообще, можно сказать, нет. Вот. И в связи с этим принята федеральная целевая программа, где заложены средства на капитальные вложения 10,6 миллиардов рублей. Из них на сегодня освоено всего 4,7 миллиардов. А как еще помимо этого решаются проблемы? Я уже сказал, что принята федеральная целевая программа, вот, где заложены вот эти огромные средства. В эту программу включены самый главный вопрос – это строительство жилья. Сегодня в стадии строительства 19 жилых домов высотных. Это составляет 1730 квартир. В этом году мы сдали всего 72 квартиры в городе Керчи. Все остальные жилые строения находятся в стадии строительства, которые будут сданы начиная со следующего года и до 2024 года. Если это все мы жилье построим, то я уже сказал, что 1730 семей наших соотечественников будут обеспечены жильем. Какие еще проблемы будут решены за счет этих средств? Есть у нас еще проблемы незавершенного строительства. Это самый главный у нас центр полиэтнической культуры, который мы уже строим 3 года. Сегодня этот объект брошен, и правительством республики принято решение продолжить это строительство. Объект будет начат в 2021 году, где-то во 2 квартале, и завершен в 2022 году, в декабре месяце. Есть еще один объект в Бахчисарае, это мемориальный комплекс, который тоже было начато строительством, сегодня брошен, пока приостановлено строительством. Тоже принято решение продолжить. Средства сегодня есть, выделены, поэтому я надеюсь, что этот объект тоже будет завершен в 2022 году. Сколько сегодня в целом стоят на очереди на получение жилья и скольким уже удалось получить? 6,5 тысяч семей состоят на квартирной очереди. Самая большая очередность – это в городе Симферополе. Более 3,5
6,5 тысяч семей. Поэтому большинство жилья мы строим именно в Симферополе. В других городах и районах, где малая очередность, мы производим выкуп жилья. На эти средства тоже выделяются отдельной строкой деньги. За вот эти 2 последних года мы выкупили более 200 квартир. Есть ли понимание, когда очередь будет полностью закрыта? Есть такое понимание. Во-первых, нужно сделать ревизию очередности, той, которую я сказал. Вот. Когда мы проведем ревизию, скорее всего, за вот эти 30 лет те люди, которые состоят на квартирной очереди, многие уже то ли сами построили себе жилье, то ли купили, то ли обеспечили другим путем. Поэтому я думаю, после ревизии 6,5 тысяч останется примерно 3-3,5 тысячи. Вот. 1730 квартир у нас уже есть, а по остальным вопросам, когда мы построим вот эти 1730 квартир, будет принято решение. Почему я так говорю? Потому что мы в 2014 году, 16 мая, встречались с президентом Российской Федерации, ему мы задавали такой вопрос. Вот эти 12 миллиардов, которые выделяются, как с ними быть? У нас еще есть люди, которые находятся в местах депортации, их возвращения. Вот он нам тогда и пообещал. Давайте сначала обустроим всех, кто уже вернулся на полуостров, потом будем решать проблемы тех, которые находятся в местах депортации. Поэтому это наша главная задача, чтобы мы чем быстрее обустроили тех, которые находятся на полуострове, потом будем решать проблемы тех, которые находятся в местах компактного проживания. Эдип Саидович, а как сегодня развивается инфраструктура в местах компактного проживания? Ну, с инфраструктурой немножко сложнее. Я вначале говорил, что обеспеченность у нас очень невысокая. Вот. В связи с тем, что мы 30 лет обустраиваем репатриантов, вот, необходимо именно этот тоже вопрос завершить, потому что все крымчане живут с дорогами, с электроэнергией, с водой. А репатрианты, многие репатрианты, это 30% от общей численности, еще без этих услуг. Поэтому 70, в федеральной целевой программе сегодня заложено 75 объектов. Если отнять вот эти 19, все остальное идет на инфраструктуру. Заложены на эти цели тоже средства, поэтому решение принято, что обязательно мы этот вопрос доведем до логического конца. Спасибо большое за интервью, Эдип Саидович. Вам тоже спасибо. Ахмеджетке якын ерде Қырымда чөплік заводы чалышы башлады. Бұл ерде қатты коммуналь қалымтылар сайланылаве қайта ішленілі. Қырым пайтақтының бұттун чөплігі мұнда кетірілежек. Завод йылда 150 тонна чөплікні қабыл етіп олажақ. Мутехасыслар айтқанына көре, бұл экологияға зарар кетірмеген лейха. Қатты қалымтыларының йоқ етілігі мевзусыны Султания Бакал девам еті. Энді саба сат 7-де заводның араба қапулары ачық олажақ. Территорияға кірішті чөплікні автомат шеклінде чалышқан терезелер қашылажақ. Бурусия ве Акрусия әлемлері ішлеп чықарылған донатмадыр. Камеры определяют номер. Сразу компьютер обращается к базе данных регионального оператора, кому принадлежит эта машина. То есть ни одна машина, не зарегистрированная в сети, не может сюда пройти. Дальше она взвешивается. И, соответственно, как только загорается зеленый сигнал, вместе с ним отчет уходит региональному оператору. Это позволяет сделать его максимально прозрачным. Чекілген сон чөплік сайлануға йолланыла. Завод хадимлерінің фікірінше хатты коммуналь қалымтылар яқшы еті бұл бақыла. Веде хатлы сайланувдан кече. Здесь есть кнопка стоп. Если что-то подозрительное, мы можем остановить конвейер и посмотреть, что это такое. Это может быть все что угодно, и камень, и телефоны попадали, и цепочки и так далее. Буйсе чөплікні қайта ішлеген комплексін юрегі пульт. Оның ярдымынен эпісі жерендлар не зарет етіле. Начал работать первый.
Сайлануфтан сон экинчи кере ишлетилген калымтыларнын 30% шахтага түшө, андан эсе кайта ишлер сырасына yollanıla. Калган 70% ise экологик жеттен темиз чөплүк сайла ве пресс-компакторга етип бара. Пресс-компактор, где прессуется мусор, уже оставшийся после переработки, сортировки, он прессуется в закрытые бункера. После этого с помощью мультилифтов увозится на захоронение на полигон Тургенев. Ерлі сәкінлер Женя Дерюгина сохағында ерлішкен завод экологияға зарар кетірер деп хасеветлене еделер. Ама экспертлер бұ янлыш фікір дейлер. Объекты эки газоанализатор чалыша. Он показывает на сегодня нули, потому что, очевидно, мы тут не работаем. Каждый час все обновляется, каждые 40 минут. Он же данные сообщает нашему работнику в компьютере. За счет его мобильности мы можем делать замеры в любой точке. Хорошо халымтыларның чалышмаға ғырве иште семерели дегілде экология ве Dünya адлы Cumhuri бірлешмесінің рейс муавины Андрей Артов. Следующим шагом, на мой взгляд, должно быть двухконтейнерная схема в Симферополе. То есть, когда стоит один контейнер для сухого мусора, куда попадает пластик, банка, все сухое. И второй контейнер органика, куда попадают пищевые отходы. Так в свое время было в СССР. Это все делилось. Тогда органика уйдет на компостирование, а сухие отходы пойдут в каменку на селекцию. Bir kunde zavod 400 tonna xatты kommunal қалымтыларны қайта işletecek. Bir yılda bu 150.000 tonna çöplükni teşkil edecek. Zavod yakın vaqtda çalışıp başlayacak. Kaydetmeli ki bu Kırımada'da ilk böyle zavoddur. Yakın vaqtda da bir hac böyle obyektni amelge keçirmege planlaştıralar. С 19 по 24 год нужно создать по всей стране до 1000 объектов. В Крыму будет 5 мусоросортировочных заводов, 3 современных экотехнопарка и сеть мусороперегрузочных станций. Zavod құрылмасына ve donatılığına endi 218 milyon ruble ayrıldı. Obyektede 100 milyon ruble hoşmağa planlaştıralar. Araba satın alınуы ciddi iştir. Başında yaxşı düşünmek gerek. Bazı adamlar için ise arzudur. Kimeriler yıllar devamında para toplaylar, hatta kredit alalar. Satın alу anlaşması bazı vakit tehlikeli olabilir ve adam yalancılarının koluna düşmesi mümkün. Ахмеджит Сакины hem para berdi hem de maşinasız kaldı. Araba satın alınğanından 1,5 yıl geçken son çetel maşinası aydap hırsızlanğanı belli oldu. Satın alу anlaşmasında imza sahte değiller. Ziyanға uğrаған vatandaşımız muhaririyetimizge müracaat etti. Именно вот в этом суде у нас в основном все процедуры судебные происходили. Ахмеджит Сакины Элимдар Омиров için araba satın alınуы büyük bir hata oldu. Erkişi böyle olacağı ақтат аттат düşünmedi. Maşına hırsızlanған деген fikir akılına bile gelmedi. Проблемы начались через 1,5 года. После того, я как приехал в Крым, здесь занимался частным извозом, устроился на фирму, которая занимается частным извозом. И вдруг в один прекрасный момент, это 11 ноября 2017 года, у меня останавливают ГАИ. И, в общем, выясняется, что машина, оказывается, в угоне числится. Vatandaşımız araba satılığı akta ilanı internette taptı. Ona gelişken çetel araba Moskvada edi. Fiyatı ucuz değil, 700.000 rublege yakın. Bu model ve onun kaç yıllık olğanına gelişikli fiyattır. Satın aluvda arada olğan bir adam yardım etti. Пошли в ГАИ, МРЭО, все это оформили и принесли мне документы, в которых было прописано то, что я владелец, и СТС, и ПТС, все у меня. Мына endi vesikalar paketi hazır. Nakliyat vasıtasının pasportu, şehadetname. Hepsi bazalarga göre maşına temiz. Elimdar ayta ki, bu anlaşma başından aldatmak için planlaştırılğanı akılına bile gelmedi. Когда я с ним связывался, он мне сказал: слушай, говорит, я против тебя ничего не имею, но ты мне верни автомобиль. А я спрашиваю, а деньги как? А деньги у моего друга сам заберешь. Ни адвокат его, ни он сам не смогли ответить на тот вопрос, почему ты пришел через 1,5 года за машиной. Элимдар Омиров айтқанына көре, сату алыну anlaşmasında koyulğan imza сахте. Mahkeme bunu nazarga aldı. Большой вопрос есть к экспертизе, которая проведена в рамках данного гражданского дела, поскольку изначально эксперт четко указывал, что экспертизу можно провести только по оригиналу договора купли-продажи. В то же время мы имеем дело с ситуацией, когда фактически в материалах дела имеется только ксерокопия договора купли-продажи. Мы видим, что данная экспертиза проведена по ксерокопии, что опять-таки является серьезным нарушением.
Машина инде 3 жылдан берли махсус ерде тура. Инде 10 махкеме отрушувларында маглюбиетке оградылар. Илимдар тек апелляцияга умут эте. Факт сговора двух человек, вот здесь вот он налицо. Это вот в рамках уголовного дела истец не указывает своего подельника, а в рамках гражданского дела, которое сейчас идет и до сих пор, оно есть, присутствует, потому что в уголовном деле там есть уголовная ответственность, а в рамках гражданского дела там нет почти никакой ответственности. Арабанын бірінші сайбы тұтқан әділейші хабер әттікі. Оның сымарышчысының ноқтай назары қаршы давада тақдым етілген. Ве тәпсилиятлы тефсир етмеге ред етті. Вся наша правая позиция изложена в исковом заявлении. То, что решение суда было принято в нашу пользу, подтверждает, что наша позиция более обоснована и законна. Араба базары чешит севиеде çalışkan aynecilerinin sevimli meydanı olğanı sır değil. Sıxalda onların қоларына хабердар olmağanlar düşeler. Самое главное, наверное, порекомендую все-таки покупать автомобили у юридических лиц, потому что юридическое лицо, оно несет за собой ответственность, и в течение 14 дней, если этот автомобиль не юридически чистый, его невозможно поставить на учет, если этот автомобиль поломался в ближайшее время, его всегда можно юридическому лицу вернуть. Если же это покупка у физлица, то вы подписали друг друга договора, человек, который вам продал его, выключил телефон, и ищите его, и неизвестно, что вообще дальше будет. Ayneciler бірқач схеманы қоланалар. Эвел айдалған ве yol кешкен машина залог яда кредитте олмасы мүмкін. Бұндан ғайры о апсетілген яда айдап қачылған ола біле. Бұны тәшкірмек қиын дегіл. Бұның üçün ГИБДД сайтында Федераль нотариаль палатаның ве махкеме приставларының сайтларына кірмек керек. При приобретении транспортного средства удостовериться в личности продавца, ознакомиться с документами, такими как паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, после чего провести сверку имеющихся идентификационных номеров. По крайней мере, по тем возможностям, которые есть у покупателя. Если какие-то номера невозможно изучить при покупке, рекомендуется обратиться к специалистам на специальные сервисные станции, либо, если в данном городе есть отделение регистрационно-экзаменационной работы, обратиться к инспектору, который находится на площадке осмотра, за рекомендацией по рассмотрению данных номеров. Да bir şeyini unutmanız. İnternet vasıtasının araba satmağa istegenler arasında hem ayrı adamlar hem de araba merkezleri qara niyet ile çalışa bileler. Gelecek rahatlık günleri görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar dileyim.